прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. ЧС в Татарстане погибло более 120 тысяч гектаров озимых. Город требует картошку. Хозяйства республики приступили к посадке картофеля. Какой он в этом году и сколько тонн уходит на 1 гектар, увидел Рамиль Шайдулин. Антиблагоустройство. Местный оазис превратили в свалку. Мы вообще не предполагали, что они начнут выкорчевывать деревья. Почему разгромили речку Урсалинку в Альметьевске? Выясняла Филюза Хамидуллина. Новая дорожная разметка на главных казанских магистралях. Сюда входят тонны материала. Горячий пластик по 200 градусов. Как много дорог покрасят и сколько это прослужит, узнал Рамиль Галиулян. Что за птица в камышах? Это далеко оттуда птица, это совершенно другой отряд, отряд поганкообразный. Про новых пернатых на Казанском озере Лилия Кашфарова. Рустам Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации в 43 муниципальных районах. Президент подписал соответствующее распоряжение в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных погодных факторов. На территории республики погибли озимые культуры на площади больше 120 тысяч гектаров. В целом пострадали больше половины посевов. В данный момент ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В течение 5 дней Минсельхоз и главы районов должны представить программу по выходу из чрезвычайной ситуации. Аграрии считают, что исправить ситуацию может влага в почве. На данный момент на полях Верхнеуслонского, Камско-Устинского, Апастовского и Кайбецкого районов погибли от 23 до 77% всех озимых. Но есть одна культура, которой и нынешняя влага только на пользу – это картофель. В Татарстане уже начали засаживать первые поля. Какими сортами и по каким технологиям, узнал Рамиль Шайдулин. Проверенный Гала и совсем новые Скарлетт и Родриго. Картофель в этом хозяйстве только плодовитых сортов. Сегодня первый день посадки. В меру ветрено, в земле достаточно влаги, не дождливо. Днем до 18 градусов доходит. Это уж для картошки самая хорошая погода. Из расчета 3 тонны на гектар. В Лаишевской агрофирме планируют получить рекордный урожай картофеля. Никогда раньше здесь не засаживали такие площади. Привычные 120 гектаров расширили еще на треть. Всего этого картофеля хватит, чтобы засадить 160 гектаров поля. В ход пойдет как выращенный здесь материал, так аграрии во время работы зовут привычную нам картошку, так и привезенный из других хозяйств, чтобы обновить сорт. Буквально после праздничных дней, числа 13-го, выходим на посадку капусты. Капуста нынче запланированная у нас на площади 60 гектар. Я думаю, мы ее тоже до числа 25 мая должны посадить. В своей очереди дожидаются 2,5 миллиона саженцев только капусты. А еще огурцов, томатов, дынь и баклажанов. Здесь в теплицах хранится вся рассада, что вскоре окажется не только на полях. Огурцы только, наверное, будем пить кабачки для себя. А вот основной на продажу у нас. Часть рассады закупят дачники, часть хозяйства. После культивации и внесения удобрений в Татарстане началась пора посадки овощей. По словам аграриев, раньше всех высадили морковь, сейчас очередь второго хлеба. Завершить посадку картофеля планируют к 20 мая. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Пока в одном месте сажают, в другом выкорчевывают. Жители микрорайона Урсала Альметьевского района бьют тревогу. Теперь там вместо зеленой посадки строительный мусор и ямы. Так теперь выглядит их любимое место отдыха. Все изменилось после того, как здесь углубили речку Урсалинка, чтобы во время паводка не поднималась вода. Увидела все Филюза Хамидуллина. Посмотрите, какая прелесть. Это же оазис настоящий. Красотой речки Урсалинка местные жители теперь будут любоваться лишь по фотографиям. Вот так сейчас выглядит местная роща. Любовь Малейчик живет здесь 20 лет. Говорит, дом покупали ради красивого вида. Но прошлой осенью сюда пришли рабочие. Мы сказали, почему вы тут спиливаете деревья? Мы хотим вам углубить речку, ну, думаю, нормально. Но когда вот это все разворотили, пни оставили, мы спросили... Ну, вы сами хотели, вас затапливало. Татьяна Зайцева на Заречной живет больше полувека. Говорит, вода до них не поднималась никогда. Лишь 3 года назад был случай. Соседи сделали из труб самодельный мост.
трубы забились и поднялась вода. Мост был неправильно сделан. Из-за моста какой-то получился баланс, нарушение получилось. По заказу Департамента экологии мост снесли. Жители говорят, вырубили еще деревья, углубили дно. Сейчас это место напоминает свалку, и с трудом верится, что здесь еще прошлым летом росли деревья и вокруг все благоухало. За считанные дни с помощью техники уничтожили все, что годами создавала сама природа, уверяют местные жители. Урсалинцам не дает покоя еще один вопрос. Почему нужно было спилить все деревья под корень? Наверное, за ним просто надо было аккуратно следить, то есть верхушки подрезали, чтобы здесь провода не мешались. В Департаменте экологии нам пояснили, затеяли все это по просьбам самих жителей. В непогоду деревья задевали провода. Уверяют, работы здесь еще не закончены. Деревья росли на берегу речки, они были уже обваленные. И для того, чтобы улучшить состояние водного объекта, было принято решение о том, чтобы снести эти деревья. Взамен убранных деревьев будут посажены новые. Берега будут отсыпаны щебенкой. Посадить пообещали крупномерные хвойные и декоративные деревья. А значит, насладиться пением птиц жители смогут уже следующей весной. Тогда мы вернемся в местный оазис еще раз. Юлиза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Это сообщение мы получили на WhatsApp службы новостей. Его номер вы сейчас видите на экране. На него же мы принимаем фотографии памятников в районах и селах республики. В каком они состоянии, ждут ли праздника и до всех ли монументов дошли руки ответственных лиц. Сфотографируйте памятник и отправьте его на наш WhatsApp. Не забывайте писать о том, какой город, район и село. Ко Дню Победы главные магистрали Казани получат новую дорожную разметку. Работы по обновлению проезжих частей уже начались. В ход пошел новый износоустойчивый термопластик. Всего в столице республики обновили более 300 тысяч квадратных метров дорог, в том числе и городские площади. Сколько должна прослужить новая разметка, готов рассказать Рамиль Галиуллин. Самое главное, это ровно, конечно, чтобы ровно было. Задача Дамира Гумерова — четко следовать маршруту. Машинист наносит белым термопластиком новую разметку. В основу большинства казанских магистралей ляжет именно этот износоустойчивый материал. Его за ночь, признается Дамир, уходят по несколько тонн. Одной тонны хватает на сплошную разметку 0,15 шириной на километр. Трудятся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. С материалом приходится работать быстро. Пластик высыхает примерно за полчаса. По словам дорожников, разметка из термопластика прослужит не менее года. Им покрасят главные казанские магистрали. По дорогам, что на окраине, пройдутся краской. Она в 2 раза дешевле, но и менее долговечна. У нее гарантия 3 месяца. Все разметки, которые наносятся на городские дороги, светоотражающие. Для этого используют специальные вот такие микростеклошарики. Их посыпают поверх краски или термопластика, поэтому разметки светятся ночью. К 9 мая примерно планируем 15-20 улиц. Это подготовить к праздникам, получается. Работу дорожников оценили казанцы. Обновленная разметка пришлась по душе как водителям, так и пешеходам. Приятно, когда так благословляют город. Очень приятно, очень большая разметка, очень видно, очень красиво. Москвичи, которые проезжают, они все спрашивают, а где у вас разметка? Я говорю, она бывает иногда, но не всегда. Очень удобно, очень приятно и желательно везде, чтобы было все так же. В этом году в Казани предстоит обновить 315 тысяч квадратных метров разметки. Это примерно 45 футбольных полей. Завершить работы планируется к концу лета. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сделать то, чего еще никогда не было, решили и в Челнах. Здесь строят мечеть в стиле хай-тек. Для Автограда такой проект уникальный. Мечеть станет 15-й в городе. Когда в ней прочитают первый намаз, узнаем прямо сейчас. Очертания новой мечети видны издалека. На месте бывшего пустыря у Орловского кольца возводится первый придорожный храм Автограда. Его особенность в дизайне. Строится святыня в необычном стиле хай-тек. Проект современный. Проект очень современный. Новая мечеть вместит более 200 человек. Залы делаются так, что в праздники они смогут объединиться в один большой молитвенный зал. Территория вокруг храма активно застраивается. По задумке архитекторов, святыня должна стать местом для намаза как для местных, так и для путешествующих и проезжающих по этой трассе мусульман. Площадь объекта 500 квадратных метров. Внешний облик 30-метрового здания будет выполнен в современном технологичном стиле. Такие мечети можно увидеть во многих арабских странах и в Европе. Например, в Германии они напоминают космодром. Что касается прилегающей территории, то скоро здесь появится парковка и пешеходный переход. Первый азан в новой мечети должен зазвучать в конце года. Рамиль Шайдуллин, Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана и далее в выпуске.
А кто встанет на защиту Родины, если не мы? Все может пригодиться в этой жизни. Надо уметь всем пользоваться и ножами, и штыками. С представителями Союза наследников Победы встретилась Алия Хайрудинова. Что за птица в камышах? Это далекая оттуда птица, это совершенно другой отряд, отряд поганкообразный. Про новых пернатых на Казанском озере Лилия Кашварова. Интерактивный музей авиации, здание драмтеатра в Челнах, новые рабочие места для инвалидов и целый ряд поручений, подготовлены президентом страны Владимиром Путиным. Список для регионов опубликован на сайте Кремля и составлен по итогам встречи с общественностью, которая прошла в Казани 12 февраля. Тогда обсуждали национальный проект «Жилье и городская среда». Какие поручения даны Татарстану, расскажет Анна Городнова. Этот сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 уже год стоит перед зданием КАИ. Именно здесь должен открыться интерактивный музей. Об этом на совещании в Казани 12 февраля у Владимира Путина просил ректор университета. Это явная демонстрация мощи технологической и инженерной нашей страны. Поэтому очень просим от имени нашей многотысячной молодежи помочь нам в решении этого вопроса. Хорошо. И вот спустя 2 месяца Министерству образования и науки страны поручено оказать содействие по созданию музея техники, посвященного отечественному авиастроению. Открыть его должны к началу мирового чемпионата WorldSkills. Еще одно поручение уже Министерству культуры – рассмотреть вопрос о строительстве нового здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Челнах. Его закрывали по требованиям прокуратуры. Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. По предварительным оценкам, строительство новой площадки обойдется в 1 миллиард рублей. Не хотелось бы забывать и про те микрорайоны, где очень густая жилищная застройка и свободных земельных участков мало. Проблему переполненных школ в Казани решат путем строительства многоэтажных зданий или реконструируют имеющуюся в историческом центре города. Кроме того, президент рекомендовал разместить республиканскую площадку для сдачи экзаменов на право вождения на расстоянии от школьных зданий и заняться созданием безбарьерной среды для инвалидов. Проработать эти вопросы должны до 1 июня. Анна Городнова, ТНВ, Казань. Татарстан в лидерах в Приволжском федеральном округе по зарплатам школьных учителей, но хуже по детским садам. Сколько получали учителя и воспитатели в регионах страны в 2018 году? Читайте в аналитике реального времени. Дмитрий Медведев поручил проанализировать размер абонентской платы за детские сады в Татарстане. Поводом для этого стали вопросы, поступившие премьеру 29 апреля в ходе интернет-конференции. Родители татарстанских дошколят жаловались и на размер платы. Он больше, чем в других регионах. И на то, что платить приходится и за то время, когда ребенок детсад не посещал. По итогам конференции Минпросвещения России руководство Татарстана поручено в срок до 5 июня проанализировать величину абонентской платы за детские сады в республике и предложить по ее доведению до среднероссийского уровня. Татарстан принимает наследников Победы. Участники сбора вновь встретились, чтобы продолжить военную подготовку. Двухнедельные учения завершатся 9 мая шествием Бессмертного полка. Участвуют представители 32 регионов. Организаторы убеждены, из всероссийского сбор должен стать международным. Суждено ли планом сбыться? Алия Хайрудинова. Пусть не так грациозно, как со шпагами, на то это и фехтование на штыках. Штык-ножи, известные по военным фильмам, тут заменены на теннисные мячики. Деревянная модель винтовки намного легче настоящей. Ринас Гатин побеждает во 2-м бою подряд. Победа считается, когда ты поражаешь противника концом своего оружия. Все может пригодиться в этой жизни. Надо уметь всем пользоваться и ножами, и штыками. Владеть оружием и не только тут учат всех. В программе и увлекательные истории, физподготовка и медицина. Во всем состязательный дух. Участники сборов – представители 32 регионов России. Татарстан открывает двери Союзу наследников Победы 5-й год подряд. Принимающую сторону представляют сразу 7 команд. Наставники уверены, сборы воспитывают не только патриотизм. Не секрет, многие там мечтают стать военными и прочее. А вот пройдя вот здесь вот эту подготовку, пройдя вот эту, как говорится, тренировочные занятия и прочее, кто-то даже разочаровывается. И подчинение приказу не каждому дано. Военная выправка и дисциплина повсюду. Те, кто приехал раз, обычно возвращаются. Да и сами сборы из всероссийских должны стать международными. Их уже проводили в Армении, Киргизии, осенью пройдут в Узбекистане. Я приехал для того, чтобы посмотреть опыт моих боевых друзей и предложить провести данный союз на международном уровне в Ташкенте. Время
воспитанников расписано по минутам. На сон 8 часов. Все остальное время – учение, чтобы было легче в бою. Владение холодным оружием никогда не потеряет своей актуальности. Здесь есть свои секреты. К примеру, чтобы точно попасть в цель, нужно представить, что перед тобой настоящий враг. Лея Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Высокогорский район. Дорога на Олимпийские игры пролегает через Казань. В нашей столице в эти дни проходит Кубок России по бадминтону. На протяжении 4 дней лучшие укротители ракетки и валана сразятся за медали. А наиболее успешные смогут попасть в состав сборной России на международные старты. Кто из татарстанцев готов к бою, знает Алмаз Гафиятов. Пока остальные соперники сражаются друг против друга, для некоторых главный оппонент они сами. Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая лучшая в рейтинге среди девушек, поэтому является главным претендентом на чемпионство. По идее, я, во-первых, все из первого номера, во-вторых, я, наверное, сильнее всех здесь и просто должна это доказать. Сейчас начался с 1 мая отбор на Олимпиаду и кубок. У меня сейчас был отпуск. Кубок – это как начало входа, наверное, в тренировочный процесс. У каждого на кубке свои задачи. Некоторые бадминтонисты мечтают улучшить свой личный рейтинг. Для кого-то важно почувствовать дух соперничества. А некоторые ставят перед собой конкретную цель – попасть в сборную команду России. Доказывать свое, может быть, превосходство или свое состояние в том, чтобы ты должен попасть в сборную, чтобы на тебя обратили внимание и, соответственно, достигать наивысших результатов. В сборной Татарстана на чемпионате представлена команда из 31 спортсмена. Это самое массовое представительство за всю историю. К опытным бадминтонистам прибавилась и перспективная молодежь. Мы надеемся на молодежь, которая уже прошлый год на кубках показывала хорошие результаты. Ходили в 8 сильнейших спортсменов на кубке. В этом году мы поставили задачу уже войти в медальную зону. Ну, а юниоры, которые только что удачно выступали на первенствах России до 19-17, будут приобретать опыт. Кубок России завершится в воскресенье. Победителей определят среди мужчин, женщин и смешанных пар. Чемпионов ждут путевки на европейскую арену. Алмаз Гафиятов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Масштабы впечатляют. Житель Буинска Раиль Якупов соорудил гигантский 3-метровый велосипед. Фото с необычным транспортным средством 3 на 5 метров татарстанцы начали выкладывать в соцсетях. Выяснилось, что на изготовление необычного железного коня ушло около 3 недель, десятки сварочных электродов и 50 метров металлических труб. Но поездить на нем, как бы мы ни были высоки, не получится. По замыслу автора, это исключительно символ здорового образа жизни, и он забетонирован. 10 стартов и 70 породистых лошадей. Сегодня в Казани стартовал летний скаковой сезон. На ипподроме жокеи из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Самары, Пермской и Оренбургской областей. Заезды этого года будут особенными. Ожидается участие в скачках татарской породы, которую включили в реестр лошадей в прошлом году. Она будет соревноваться наравне с арабскими скакунами. Кто был в фаворитах сегодня и какие сюрпризы готовят болельщикам? Репортаж Анны Городновой. Давай, вперед, вперед! Дистанция 1600 метров. Позади месяцы тренировок и специальное питание. Летний сезон сегодня открывают 70 породистых лошадей. Первый заезд. Лидер гонки – жеребец Геракл английской породы вместе со своим жокеем Александром Лихановым. В паре они только год, но уже научились чувствовать друг друга. Равновесие держать, как лошадей, чувствовать их, этот галоп, чтобы ему не мешаться на спине. И силы. Отталкивание шеи, заставлять лошадь. Привез одного 3-летнего и кобылу 4-летнюю. Она здесь в том году все выиграла, на вступительную привез ее. Казанский ипподром – один из крупнейших в Европе и единственный в России комплекс подобного уровня. С сегодняшнего дня каждую пятницу и до осени здесь будут зрелищные скачки. К новому сезону на ипподроме обновили полотно. Это целая смесь. Здесь и кварцевый песок, синтетическое волокно, все очень мягкое на ощупь. Также здесь уложен специальный дренажный слой, так что проводить скачки можно в любую погоду. В первый день на трибунах немноголюдно, но эмоционально. Большинство зрителей – туристы из соседних регионов. Встретить вживую – это не то же самое, что по телевизору, поэтому в ожидании. В интернете вычитал, что есть у вас самый большой ипподром, решил посетить. А сегодня как раз открытие сезона, так удачно все сложилось, поэтому и вот я здесь. Дочку тоже привезли.
посмотреть на лошадок. Общий призовой фонд сегодня около 400 тысяч рублей. Программа сезона будет насыщенная. Ожидается участие татарской породы. Ее разводят в Татарстане уже несколько лет, но официально зарегистрировали и внесли в реестр Минсельхоза в минувшем году. Лошади выносливые и за день могут преодолевать до 120 километров. Планируется провести чемпионат на звание «Лучший жокей десятилетия». Также в этом году мы планируем провести скачки на пони для детей. В августе скачки, учрежденные шейхом Арабских Эмиратов. Победитель традиционно едет на финал на Ближний Восток. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Завтра ряд столичных улиц будут перекрыты из-за проведения Казанского марафона. Напомним, что в этом году соревнования разделили на 2 дня. 4 мая участники пробегут 3 километра, а 5 числа спортсмены преодолеют дистанции в 10, 21 и 42 километра. Сделано это для удобства бегунов, но неудобства ждут казанских водителей. Движение транспорта ограничит практически во всем центре города. На озере Кабан поселились чомги, или, как их еще называют, большие поганки. Не из-за внешности, птицы очень красивые. Они погружаются на глубину 7 метров и держатся под водой до 20 секунд. Птица строит удивительные гнезда, исполняет яркие танцы в брачный период. То и другое видела Лилия Кашфарова и узнала, чем южной птице приглянулась Казань. Ну вот, ребят, девочки, вот посмотрите, пожалуйста, вот очень интересно. Вот 2 птицы прямо на наших глазах совершают брачные игры. Птичья романтика в самом разгаре. К этому времени чомги распускают перья на затылке и отращивают рыжие бакенбарды. В подарок любимые водоросли, а после начинаются танцы. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны. Это далеко оттуда птицы, это совершенно другой отряд, отряд поганкообразный, который охотится в основном на все то, что плавает в воде. Чомга от слова «щума», что в переводе с татарского «нырять», или просто «большая поганка». Когда птица плавает, виднеется только ее длинная шея и высокий воротник. Именно поэтому она напоминает всем известный гриб. В рационе черви, стрекозы, жуки, водоросли и мальки пока на всех хватает, хотя уже десятки чомг, а в зарослях более 20 гнезд. Своим весом птица погружает их в воду. Такие условия необходимы для развития потомства. Озеро городское, находящееся в центре города, является достаточно привлекательным для туристов. Количество птиц, которые здесь появились и появляются, просто показатель чистоты воды и самого места. Когда-то чомги приземлились здесь для отдыха во время перелета. Условия оказались благоприятными, остались. По секрету, птицу наблюдают в Казани уже более 5 лет, но только сейчас она выходит в люди. Ей не нужны ни фотографии, ни батон, ни диалоги по душам, поэтому предпочитает обитать в среднем или дальнем Кабане. Мы с детьми все время приходим сюда подкармливать. Мне нравится их кормить, потому что за ними можно ухаживать. Любят друг другу, подходят друг к другу, вытягивают шеи и это объясняется между собой. Озеро Кабан излюблено не только жителями столицы и ее туристами, но и птицами. По соседству с чомгами кряквы, чайки, лебеди, лысухи и даже представители из Красной книги камышницы. Лилия Кашфарова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Действительно, настоящее заглядение. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет месяц максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. Звони 4 пятерки 3 единицы. Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, экономика, теология. Да, японский автомобиль. Да, по цене отечественного. Да, в автоцентре марка. Познайте японское качество Datsun с максимальной выгодой. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное-время.рф. Для лиц старше 16 лет. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. 32-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.
Прикоснитесь к шедеврам классического и современного искусства в исполнении артистов мирового уровня. Вдохновитесь грандиозными постановками на сцене театра, оперы и балета. Здравствуйте! О погоде через минуту. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Даниил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Даниил Мастер исполнит ваше желание. Даниил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет дождливо, плюс 19. На северо-востоке Татарстана не обойдется без осадков, плюс 20. На севере Татарстана аналогичная ситуация, 20-21 градус выше 0. На северо-западе республики преимущественно облачно, до 21 градуса выше 0. На юго-западе Татарстана будет светить яркое солнце, до плюс 22. В центре Татарстана пройдут дожди, 19-20 градусов выше 0. Спонсор показа ООО СМУ номер 12. Однушки и двушки в кирпичных домах с индивидуальным отоплением на берегу Волги от 57 тысяч рублей за квадрат. ЖК «Приволжский», загородная жизнь, не выезжая из города. Звоните 561 08 81. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Приволжский» от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Остеохондроз, грыжа, протрузия, болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет малооблачно, осадки не ожидаются. Плюс 20-22. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 49%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.